Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня, 1 ноября, все сотрудники Федеральной службы судебных приставов России получают поздравления. Традиционно к этому дню приурочено проведение торжественных мероприятий, в рамках которых вновь принятые сотрудники принимают присягу на верность закону. Ну а отличившиеся работники награждаются ведомственными и государственными наградами. Ну, конечно, сегодня в нашей студии руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Якутии, главный судебный пристав республики Алексей Никифоров. Алексей Артамонович, поздравляем вас, ваших коллег. Желаю вам доброго утра, конечно, в первую очередь, да, с этой такой памятной датой. И вот хотелось бы, конечно, спросить, какие мероприятия были приурочены к этому дню у нас в республике? Какие-то, может быть, еще не прошли, а может быть, уже и завершились какие-то? Доброе утро, уважаемые жители республики. Во-первых, я хочу поздравить сегодня всех ветеранов нашего управления, всех действующих сотрудников с нашим профессиональным праздником Днем судебного пристава. Мероприятие запланировано очень широкие. Сегодня состоится торжественное заседание, посвященное нашему профессиональному празднику. До этого в течение определенного времени во всех районах республики проводились разные мероприятия информационного характера и социального характера. Это работа в школах, работа с предприятиями. В городе Якутске мы провели традиционную акцию «Донор», в ходе которой более 30 сотрудников сдали кровь в банк крови. Проводились разные спортивные мероприятия, работа с детьми, сотрудники нашего управления. Много разных событий было. Но вообще, почему 1 ноября празднуется День судебного пристава? Он установлен указом президента Российской Федерации 8 сентября 2009 года. Почему 1 ноября? Потому что именно в этот день, по старому летоисчислению, вернее, по новому летоисчислению, императором Александром II был издан императорский указ о введении в действие судебных уставов в 1865 году, в которых в судопроизводстве появилась фигура судебного пристава. А в современном виде наше управление существует с декабря 1997 года, когда приказом министра юстиции Людмилы Тимофеевны Горевой была образована служба судебных приставов в составе Минюста республики. На сегодня что из себя представляет управление Федеральной службы? Да, сегодня управление — это 41 структурное городское районное подразделение, это 743 человека, работающих у нас. Если в самом начале было всего 70 человек, то сейчас, как вы видите, в 10 раз штатная численность увеличилась. Это 176 судебных приставов-исполнителей, 294 судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Это 18 дознавателей, 33 старших специалиста, 40 старших судебных приставов и 33 заместителя старших судебных приставов и 70 работников аппарата управления. Коллектив, как видите, большой, коллектив слаженный, достаточно молодой. Мы присутствуем во всех районах республики. Значит, у нас 60% работает мужчин, 40% женщин. Такой соблюдается довольно-таки хороший баланс, да? Долгое время нашей проблемой была текучка кадров, но за последние 3 года текучка сократилась практически в 2 раза, да, с 30% до 15%, благодаря разным мерам, в том числе постепенно увеличивается и денежное содержание сотрудников. Вот, по-моему, на этой неделе, в начале ее, была такая информация о том, что некоторые граждане России не смогли выехать за границу. Вот хотелось бы немного поговорить о такой мере воздействия на должников, как ограничение выезда за границу. Вот расскажите о ней, какая работа здесь в республике у нас ведется. Ну, во-первых, я хочу сказать, что гарантия свободного выезда является своевременным погашением долгов. И, наверное, уже частью правовой культуры является пользование разными приложениями, да, в смартфонах. В том числе и у нас есть приложение «Банк данных исполнительных производств», да, с помощью которого любой гражданин может узнать о наличии долга и заранее позаботиться, да, и не наложено ли ограничение на право его выезда за пределы Российской Федерации. Только в этом году мы вынесли 45 тысяч постановлений об ограничении выезда. Это довольно эффективная мера, которая позволяет, конечно, взыскивать долги с должников. Но если ранее довольно длительное время требовалось для снятия этого ограничения до 14 дней, то сейчас ограничение снимается в течение 1 дня. Но, тем не менее, в аэропорту это сделать невозможно, поэтому все равно
нужно заранее позаботиться, себя проверить на наличие долга. Ну вот я думаю, что большинство все-таки волнует вот этот вопрос. А работа вот в этом направлении ведется, чтобы на месте можно было все-таки оплатить? И вот уже сократили существенно с 14 до 1 дня, это замечательно. Но когда появится такая возможность, и появится ли она, это, может быть, технически сложно сделать, то есть там, в течение да, часа хотя бы оплатить? Эта работа центральным аппаратом проводится. Я думаю, что в течение обозримого будущего, да, снятие будет возможно в течение 1-2 часов. Ну вот если говорить о статистике, наверное, в целом это именно тех людей, которые вот имеют задолженности, оно их в последние годы сокращается, увеличивается. О чем вообще говорит статистика? Какова динамика? Количество исполнительных документов, которые к нам поступают, увеличивается. Но, может быть, это не из-за того, что люди становятся, да, меньше уважают закон, меньше исполняют. Да? Значит, в первую очередь увеличивается количество административных актов. Да? Это органы госавтоинспекции, это органы налоговой службы. Просто они стали более требовательными, да, исполнять принцип неотвратимости наказания. Поэтому к нам поступает все больше и больше исполнительных документов. Да. В этом году у нас на исполнении находилось порядка 620 тысяч исполнительных документов. Это очень много, это примерно на 25% больше, чем в прошлом году. Алексей Артамонович, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Еще раз поздравляем вас, всех ваших коллег с этим прекрасным праздником. Желаем вам позитивного проведения всех запланированных мероприятий. Спасибо.